Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Дышать становится легче. Число лесных пожаров сокращается. Сложная обстановка в 3 районах Якутии. Когда хобби начинает приносить деньги, якутянин взял гран-при дальневосточного фестиваля «Красиво ДВ». Им не страшны ни дождь, ни слякоть. Лучшего водителя такси выявили в Якутске. – 49 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона СН Николаев в ходе брифинга по эпидситуации сегодня. Большинство заболевших – 29 человек в Якутске. В Мирнинском районе 5 случаев, в Нерюнгринском и Хангаласском районах по 3. В Алданском и Чурапчинском районах по 2 случая. По одному заболевшему в Горном, Мегино-Кангаласском, Татинском, Тампонском и Усть-Алданском районах. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Остается высоким число больных коронавирусом в тяжелой форме. У нас, к сожалению, достаточно большое количество тяжелых больных. По республике их 37. Из них 7 на аппаратах искусственной вентиляции легких. И поэтому на учреждениях здравоохранения на местах, конечно же, тоже надо принимать меры с тем, чтобы у нас больные все-таки в тяжелую форму не перетекали, а на уже уровне легких, средних форм людей мы полностью излечивали. Но еще раз хочу подчеркнуть, что здесь, конечно же, очень важно и общее поведение населения республики по соблюдению ограничительных мер. Сразу 22 очага лесных пожаров удалось потушить также за минувшие сутки. Тем не менее, продолжают действовать 35 природных возгораний. Борьбу с огнем ведут примерно 350 человек и 60 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Мирнинском, Тампонском, Усть-Алданском районах, где зарегистрировано 15 очагов. Задымленность на территории региона не прогнозируется. Между тем, пожарные парашютисты и десантники из ФБУ авиалесоохраны продолжают борьбу с огнем на территории республики. Всего, как сообщило руководство ведомства, в этот пожароопасный сезон было задействовано 187 работников из Федерального резерва. Это десантники из Амурского, Читинского, Приволжского и Якутского резервов. Благодаря их слаженной работе были локализованы и устранены лесные пожары в Тампонском улусе. А на сегодняшний день они задействованы в тушении 2 возгораний в Алданском и Татинском районах. Всего 100 человек. В своей работе парашютисты-десантники используют ранец с водой и взрывные материалы. Пожары в вышеуказанных точках локализованы, ведутся работы по их устранению. Возникшие лесные пожары угрожали населенным пунктам Крицкаджай, Ударной, Сайды, Новой, линиям электропередач, линиям телефонной связи и сенокосным угодьям. По просьбе администрации местные жители, конечно, помогают. В основном наш помогали на новый население главы Иван Иванович, который нам помогал с ребятами. Бок к боку мы сражались, тушение лесных пожаров. Тем временем уровни воды на реках Яна и Индигирка продолжают расти. Об этом сообщает гидрометеослужба. Подъем наблюдают в верхнем и среднем течении в результате выпавших осадков. На реках Лена, Алдан и Вилюй, напротив, продолжается понижение уровней с различной интенсивностью. Ниже проектных отметок уровень воды на реке Вилюй на участке Сунтар-Нюрба, а также на реках Яна и Колыма у поселков Нижнеянск и Зырянка, соответственно. На фоне приведения в соответствие с нормативами контейнерных площадок в городе Алдан контрастно смотрятся бытовые отходы. Их наличие рядом с мусорными баками приводит к множеству несанкционированных свалок. Есть ли решение у мусорной проблемы, выяснял Руслан Павлов. За летний период этого года городские власти Алдана привели в соответствие с действующими нормативами 15 контейнерных площадок. Ограждение, отсыпка, новые баки. Все, как того требует закон. Население по достоинству оценило труд градоначальников и устроило несанкционированные свалки рядом с местами для твердых коммунальных отходов. Магнитом для лентяев, которым трудно пройти 10 метров и выбросить продукты своей жизнедеятельности в мусорный бак, служит негабаритный утиль. Совсем, конечно, не устраивает это. Строительный мусор сами вывезли, тем более у всех машины тут есть. Почему нельзя взять, загрузить и вывезти? Есть место, куда выкинуть, 2 шага пройти, да и все.
Региональный оператор «Энигабарит» вывозит, но это касается только определенных предметов. Мебель, бытовая техника, оконные рамы и двери. Строительный мусор, картофельная ботва, хлам из сараев и сами сараи – это уже ответственность собственников этого имущества. Данную свалку можно считать несанкционированной. Ну вот что вы из этого вот выборочно будете вывозить? Выборочно. Что увезете? Диван, тумбочку, кресло, А остальное? оконные рамы. Остальное останется на усмотрение города. Будет убирать управляющая компания, либо администрация города. Ну, либо люди это должны делать самостоятельно. Ну, естественно. Жители должны вывозить свой мусор, который не относится к твердокоммунальным, на полигон. Белыми пятнами в экстерьере города еще являются места для сбора твердо-жидких коммунальных отходов. В основном такие пережитки прошлого никак не обособлены и расположены в местах, где есть неблагоустроенное жилье. Определенного графика вывоза таких помоек нет, они редко вычищаются и поэтому являются зонами инфекционных рисков. На сегодняшний день занимается ООО «Возрождение», то есть вывозят не по графику, а по мере накопления отходов. Надеемся, что когда-то мы переведем, то есть не будет неблагоустроенного жилого фонда и будут пользоваться непосредственно контейнерами, а не коробами. Как мы ни старались, но так и не добились комментариев от руководства управляющей компании по чистоте вывоза отходов с таких мест. Комментарием может послужить вот эта табличка, которая у меня за спиной, которая появилась здесь после очередной зачистки этого места. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Полностью отключат водоснабжение в столице региона. По плану водоканала глобальное отключение намечено на завтра, 18 августа. С 22:00 до 6 утра будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадает Якутск полностью, говорится в сообщении пресс-службы компании. Ограничение связано с подготовкой к отопительному сезону. Лучшего водителя такси выбрали в столице региона. В Якутске прошел региональный этап всероссийского конкурса под названием «Лучший водитель такси». Он проводится уже во второй раз. В этом году количество участников чуть меньше. Организаторы отмечают, что это связано с пандемией. Ну а кто стал победителем регионального этапа, расскажет Дмитрий Тымыров. Змейка, подъем, заезд в гаражный бокс. Это практическая часть регионального этапа конкурса. Здесь те же задания, что и при сдаче на получение водительского удостоверения. В соревнованиях у нас было 8 упражнений. Это заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка, змейка, габаритный разворот. Получается, змейка второй раз, она идет уже с установкой стаканов, плавное маневрирование. И у нас идет еще 90 градусов задним ходом. В этом году в конкурсе приняли участие 6 водителей такси городских таксомоторных служб. Решила принять участие в конкурсе, попробовать свои силы, узнать, что это такое. Слышала об этом конкурсе. И насколько сложные задания и конкурсанты сильные? Конкурсанты сильные, задания не такие сложные, так что всем, кто желает, принимайте участие. По итогам конкурсных заданий и решением членов жюри победителем стал Олег Шемян. Именно он показал лучшие результаты по итогам соревнований. Мне позвонили наши администраторы, диспетчера, сказали, что не хотите ли принять участие в конкурсе. В принципе, почему бы и нет. Я взял, согласился. Вы точно будете принимать участие и представлять регион? Пока да. Пока собираюсь ехать. Причем с большим удовольствием. Почему бы осенью не съездить в Сочи? По словам организаторов мероприятия, такие конкурсы профессионального мастерства не только повышают качество оказания услуг, но и дают стимул водителям такси повышать свое мастерство. Основными целями и задачами конкурса является популяризация профессии, привлечение молодежи в профессию. Для участников в первую очередь это новые знакомства, общение на профессиональные темы с коллегами. Для победителей это возможность встретиться на площадке федерального уровня в городе Сочи с такими же профессионалами и доказать, что они являются лучшими. Региональный этап конкурса пройдет и в следующем году, так что организаторы мероприятия ждут в 2021 году еще больше желающих стать
стать лучшим водителем такси своего региона и защитить честь Якутии на федеральном уровне. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Гран-при Дальневосточного фестиваля «Красиво ДВ» получил автор ролика о морозах в Якутии. Это первый конкурс Николая Степанова, а видеосъемка не больше, чем хобби. Как любовь к малой родине привела к выигрышу круглой суммы, знает Юлия Великодная. Видеосъемка для Николая Степанова – способ отвлечься от офисной работы. Но теперь, после получения приза в виде 300 тысяч рублей, оборудование собирается закупить профессиональное. Но и без современной аппаратуры ролик, снятый на смартфон, принес ему победу, а также популярность в соцсетях. Друзья, я только что выиграл 300 тысяч рублей. Прямой эфир был. Супер. Интерес к съемке проявился после сложного перелома руки. Долгий период реабилитации заставил взять телефон и гулять по городу. И вот главная гордость на YouTube-канале Николая. Видео с квадрокоптера, набравшее 28 тысяч просмотров. Я снимал его полностью на дроне. Работа отняла очень много времени. Очень большое время отняло именно получение разрешений от различных органов для того, чтобы мог летать над городом Якутском. И получается, в итоге это видео набрало 28 тысяч просмотров на канале. Все гениальное просто, подтверждает Николай. Особенной задумки у видео, взявшего гран-при, не было. После работы решила, почему бы не записать на камеру смартфона якутскую зиму. Смонтировал тут же, в телефоне. Всем привет, друзья! Сегодня за окном минус 45. Буду развивать творчество, буду уже для следующих будущих конкурсов целенаправленно снимать постановочные видео, более такие художественные. Большая благодарность именно от Республики Саха-Якутия, именно жителям, за большую такую мощную поддержку. Основная направленность видеосъемки победителя Дальневосточного фестиваля «Красиво ДВ» «Путешествие по республике». На его YouTube-канале можно найти ролики об Улусе, Кангаласском мысе, Турукхая, Курулур и других интереснейших мест нашей Якутии. Юлия Великодная, Джелус Иннокентьев, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.